Замену водопровода по улице Шарипова в последний раз проводили 40 лет назад. Старые железные трубы не выдерживали давления и часто лопались. Вода не поступала в дома в течение всего летнего периода. Жители обращались с проблемой во все возможные инстанции. И вот, наконец, их чаяния были услышаны. Рабочие ведут замену старого водопровода на новые полимерные трубы. Теперь их линия способна выдерживать давление до 10 атмосфер и прослужить как минимум 60 лет. Это гарантирует надежность и стабильность водоснабжения на долгие годы, чему жители улицы очень рады. Чаря 200 метров нового водопровода. Сотрудники ЖКХ уже проложили трубу радиусом 90 миллиметров. Осталось только подсоединить ее к частным домовладениям. В работе задействована новая спецтехника, которую администрация города приобрела на собственные бюджетные средства. Благодаря этому удалось решить проблему улицы без привлечения подрядных организаций. Все работы по замене ветхого водопровода по Ингушетии проводятся по поручению главы региона. Махмуд Али Калиматов лично контролирует вопрос с водоснабжением и оперативно реагирует на возникающую ситуацию с дефицитом ресурса. Замена водопровода идет за счет внебюджетных средств и бюджета муниципалитетов. Также планируется модернизация системы водоснабжения в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» во федеральном проекте «Чистая вода». Еще власти поставили задачу перед единым оператором увеличить мощность добычи воды в Васинском водозаборе на 100 тысяч кубометров в сутки до 2027 года. А для обеспечения жителей водой в период дефицита было закуплено 14 водовозов из средств Национального фонда, которые ежедневно осуществляли подвоз воды. При необходимости это делают и сейчас. Жители выражают благодарность властям за их активное участие в решении проблемы с водоснабжением. Сейчас никаких проблем нет, воду завозят, подвозят нам воду, все обеспечивают водой. Что касается Сунжи, то тут дефицит воды во время лета чувствует 20% жителей. При добыче 14 тысяч кубов в сутки около 3 из них теряется из-за частых порывов. Чтобы решить эту проблему, властями было принято решение провести реанимацию ветхих водопроводных сетей. Планируется до начала июня следующего года заменить систему водоснабжения на 14 улицах. По плану, помимо замены всех ветхих водопроводных сетей в городе, до 1 июня мы ставим себе задачу, потому что с июня месяца начинается уже жаркий период и увеличивается разбор воды многократно. Помимо реконструкции водопроводных сетей, у нас есть план, он поддерживается Министерством энергетики республики. Мы планируем пробурить новые скважины, для того, чтобы отдельные водонапорные скважины для многоквартирных домов нашего города, для верхней части нашего города сделать независимыми. И плюс реконструкция водонасосной станции Харланово. В случае, если нам удастся провести те работы, которые мы планируем, мы уверены, что следующее лето Сунжа должна провести без проблем с водой. По крайней мере, они будут сведены максимально к минимуму. Замену водопровода проведут на улицах Трудовая, Колхозная, участок по Максима Горького, Демченко и часть по Энгельса. Решится ли проблема на 100%, покажет лето. Адам Гулоев, Султан Магушков, Новости 24.